Мифы, легенды и сказания достаточно популярны в кино. Подобная тематика выигрышно смотрится на экране и завораживает зрителя таинственностью. Студентка ВГИКа, молодой режиссер Атана Агарба, построила сюжет своего короткометражного фильма вокруг идеи проклятия и не ошиблась. Картина «Бача» прошла отбор на кинофестиваль в Британии и получила заслуженное признание публики. Сюжет основан на реальных событиях, которым Атана сначала придала документальное оформление, а затем решила расширить сценарий фильма в художественном воплощении. Корни этой истории идут еще из моей первой работы документального сюжета, которую я делала об одной семье, которая живет в одной из деревень в Абхазии. И меня очень вдохновила эта история документальная. Я сначала сделала документальный сюжет, а уже на основе этих персонажей я стала разрабатывать художественный сценарий, а потом уже потихонечку к 4-му курсу это уже вылилось в какой-то полноценный сценарий моего курсового фильма. В фильме рассказывается судьба молодой пары, проживающей в абхазском селе. Считалось, что мать главной героини картины Майи была в сговоре с нечистой силой и, покидая дом, прокляла село. Сюжет о возрождении одного богом забытой деревни, в которой живут люди в каком-то мире мифов и легенд, сказаний, и появляются главные герои, которые не вписываются в образ жизни этой деревни, и поэтому тут уже завязываются основные конфликты главных героев с социумом, в котором они пытаются прижиться. И заканчивается вся эта история тем, что все-таки село так или иначе возрождается, но получив какую-то жертву. Съемки проходили в пригороде Сухума с участием актеров Абхазского драматического театра. В роли главных героев выступили Бинар Ковы и Милана Ломия. Все равно тема проклятия для нас она очень близка. У нас это есть, мы это, надеюсь, не практикуем, но все равно мы знаем, что это такое, поэтому мне стало очень интересно. И таких подобных ситуаций я в своей жизни очень много слышала, и даже какие-то подтверждения тому были, но я как-то относилась, не так близко это воспринимала. А тут она мне рассказала, что это была реальная история, что это так было, и погибал человек, то есть как-то поверила в это, не знаю. Фильм получил признание на кинофестивалях в Великобритании, Италии и Индии. Возможно, в ближайшее время картина на абхазском языке будет представлена и в других странах. Амелия Бисмарк, Степан Мартиросян, Абхазское телевидение.